Здравствуйте! Как хорошо весной! Май месяц, конец учебного года. Итак, мы начинаем. Уважаемые коллеги, мы рады приветствовать вас в нашей педагогической гостиной на методическом шоу-фестивале, проходящем под девизом «Озық тәжірибе көпке ортақ». Актуальный педагогический опыт учителей русского языка и литературы в жизнь. Все мы родом из детства. Эта крылатая фраза полна глубокого смысла. Во взрослую жизнь человек уносит все эмоции, опыт познания мира, полученный в детстве. И все мы выбрали профессию педагога. Мы сделали свой выбор. Педагогическая наука имеет удивительную особенность. Ее нельзя просто усвоить. Ее надо прожить, ее нужно открыть в своей душе, чтобы постичь суть мастерства дела. Это мы, умудренные опытом, красивые, вечно молодые, несмотря на то, что наш общий педагогический стаж огромен. Плохо человеку, когда он один. Горе одному, один не воин. А наше объединение – это плечи, друг к другу прижатые туго. Наше объединение – это гармоничный ураган из голосов спрессованных, громких и звонких. Дорогие друзья, изучение, обобщение, анализ результативности опыта работы методического объединения учителей русского языка и литературы уже который раз позволил признать его передовым, поскольку он в полной мере отвечает признакам и критериям передового опыта. Вот тому доказательство. Педагогический опыт оптимален, опыт устойчив, стабилен, не требует серьезных корректировок, функционирует длительно. Возможно повторение, творческое использование опыта и расширение его до массового. Опыт перспективен, опыт научно доказуем, имеет научно-теоретическую основу, и базируется на достижениях современной, отечественной и зарубежной педагогической науки. В копилке нашего методического объединения областной конкурс среди руководителей учреждения образования. Второе призовое место. Учитель русского языка и литературы Урпекова Клара Умархановна. Районный семинар онлайн. Доклад «Формирование навыков грамотного письма на уроках русского языка». Учитель Салихова Гульнар Кабдикеновна. Мастер-класс «Активные методы обучения на уроках русского языка». Учитель Айжанова Нурханым Абдысадыковна. Научный проект «Эти удивительные фразеологизмы». Учитель Ибрагимова Гульнар Ильмуратовна. Доклад «Коммуникативная культура педагога». Учитель Абдуразакова Багила Сабировна. Исследовательская работа «Читательский дневник как средство подготовки учащихся 7 Г и 7 Д классов к написанию отзыва о прочитанном произведении». Учитель Буранкулова. Обучение учащихся навыкам выразительного чтения. Участие в республиканских творческих конкурсах. Учитель Турмбетова Ораскуль Утибаевна. А вы заметили, что особенностью методического объединения учителей русского языка и литературы «Словесники» является неустанный творческий поиск? В качестве форм тиражирования инновационного педагогического опыта в работе наиболее распространенными являются следующие мероприятия: выступления на курсах повышения квалификации, консультации, практикумы, открытые уроки и внеклассные мероприятия, обучающие и деловые игры, мастер-классы, педагогические мастерские, семинары, конференции, аукционы педагогических идей, презентации, выставки, ярмарки, фестивали, публикации, выступления на педсоветах. Русский и литература лучшие из всех предметов, потому что мы культуру развиваем в рамках. Опыт не с рождения получили, порой всем нужно множество путей. Тревожно поначалу сердце бьется, но цели правильно поставленной судьбе достигнет
уважения и многого добьется учитель с опытом, уверенный в себе. Секрет успехов и результативности нашего МО заключается в целенаправленности и правильном выборе направлений методической работы, заинтересованности, а также, что немаловажно, в здоровой амбиции и духе соперничества учителей русского языка и литературы. Кроме того, по результатам деятельности членами МО собран обширный научно-методический материал, являющийся достоянием методического банка школы и отражающий позитивный педагогический опыт. И это происходит стабильно на протяжении многих лет. Так какова же наша роль в развитии и распространении актуального педагогического опыта для всех? Ответим просто словами Владимира Маяковского. Мы – мозг школы, дело школы, сила школы, слава школы. Вот что такое мы. Дорогие учителя, пусть лето вас наполнит новыми силами и огромным запасом положительной энергии, чтобы почувствовать себя счастливым человеком и в новый бой вернуться бравым учителем.